У інтэрнэце з'яўляецца ўсё больш відэа здзекаў сілавікоў над затрыманымі мірнымі пратэстоўцамі. На адных відэа сілавікі ў аўтазаках б'юць затрыманых, на іншых ужо збітыя даюць сведчанні ў РУС. Навошта праваахоўныя органы здымаюць, а пасля публікуюць такія відэа і як трэба да іх ставіцца? На гэтае пытанне дапаможа нам адказаць былы старшы следчы пракуратуры Олег Воўчак. Олег, добрый день. Скажите, як вам здаецца, у чым мэта ўсіх гэтых відэа, якіх у апошні час стало зашмат? Я хочу сказать, что наш правозащитный центр отслеживает все вот эти видео, и мы приходим к выводу, что, наверное, это в первую очередь направлено, чтобы как-то напугать людей, посеять страх, чтобы главная цель не выходить вот на эти митинги в городе Минске. Вот только такая у меня одна мысль. Гэтак силовики спрабуюць показать свою силу, так? Да, я хочу сказать, что силовики хотят показать, что мы можем все делать в городе, можем вас задерживать, ограничивать в свободе, можем применять физическую силу, пытать, и нам не будет никакой ответственности все за это. И действительно, до сих пор мы видим, что еще ни прокурор, ни Следственный комитет, никто не привлек ответственности вот за такие видео, где людей действительно в избитом состоянии показывают. И всем очевидно, что там применялись к ним жесткие пытки. А им не может быть страшно, что потым гэтыя відэа могуць быць скарыстаныя супраць іх на суде? Я вам так скажу, как старший следователь прокуратуры Фрунзенского района, когда работал, это видео очень классное доказательство превышения власти. То есть зафиксировано все это будет. Есть же лица, кто это все делал, когда делалось, дата установлена. То есть это будет такое хорошее доказательство. То есть фактически они сами себя подставляют. А вось хто можа зліваць гэтыя відэа? Немагчыма такое, што гэта зліваюць тыя сілавікі, якія вырашылі перайсці на бок пратэстоўцаў? Ну, у меня две версии. И по моей информации, как уже Павел Латушко заявлял, что действительно есть силовики, которые внутри системы уже работают на преобразование демократически, то есть собирают всю информацию и передают к ним туда, в Коалиционную Раду. Так? Но есть и другая проблема. Еще, возможно, они из-за непрофессионализма вот это представляют, ну, кто-то выслужиться хочет, кто-то показать свою работу, что вот я классно сделал, вот у меня человек признался, ну, за премию, за звание, за должность, возможно. Но в целом я считаю, что там все-таки есть люди, которые уже сейчас думают о своей перспективе в будущем. Поэтому я думаю, что это есть подстава правоохранительных органов вот через такое видео. А вось як вы думаеце, тыя сілавікі, якія попали на гэтае відэа, вось ім не страшно? Конечно, сегодня силовикам страшно, и поэтому они применяют такую силу, и они все понимают, что рано или поздно все равно маски снимутся, и все знают, что это будет 426 статья «Превышение власти до 10 лет лишения свободы». И ну, каждый потом уже думает. То есть по факту они сначала делают, а о последствиях они еще не думают. Но сегодня я вижу из комментариев уже, кто уволился, говорят, да, действительно, в силовом блоке есть люди, которые уже задумываются, что может быть ответственность, потому что вопрос, ну, 2, 3, 4 месяца, но не более, что ситуация может измениться в Беларуси. Ну и галоўнае пытанне, як трэба ставіцца да гэтых відэа беларусам? Я так скажу, общаясь со многими людьми, это видео, вот эти все видео, они наоборот как-то людей солидаризируют. Ну, они видят, что это действительно в стране происходят такие пытки ужасные. То есть и люди ну, не реагируют в том, что это, эти люди что-то совершили. Все понимают, что система хочет так подавить протестное население. Но я скажу, что благодаря этим видео расширяется поле других людей, которые еще ну, как-то нейтрально относились к ситуации. Но вот последние месяцы, особенно когда они все это видят, они говорят, да, надо менять вообще в целом силовиков,
изменять правоохранительную систему, делать новую реформу. И уже есть такие возгласы, что, в принципе, уже милиции фактически нету, поскольку она не защищает права граждан. Да? Дякую за размову. На тему апублічвання здзекаў міліцыянтаў затрыманых пратэстоўцаў мы размаўлялі з Олегом Воўчыкам, былым старшым следчым пракуратуры. Михаил Пранович, Белсат.